23 мая в автодроме на Вилюйском Центром образования города Якутска совместно с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения было проведено соревнование «Скутер-стрит». Принять участие на данном состязании заявилось 12 водителей скутера, среди которых была одна девушка. Соревнование проходило в 3 этапа. На первом этапе проверяли знания правил дорожного движения, на втором – навыки оказания первой помощи. Ну и, наконец, на финальном этапе участники соревновались в фигурном вождении. По итогам всех этапов победителем оказался ученик школы номер 27 Виктор Штоль, который был награжден сертификатом на обучение в автошколе. Данное соревнование проводится второй раз, и, по словам организаторов, оно станет ежегодным, а участников с каждым разом будет все больше и больше. Соревнования проводятся у нас для обеспечения безопасности дорожного движения и в основном направлено на мопедистов, скутеристов, чтобы они соблюдали правила дорожного движения. Хочется, чтобы наше мероприятие стало ежегодным и каждый год все больше и больше ребят принимали в нем участие. С 23 по 26 мая в Центре спортивной подготовки «Триумф» проводился семинар Александра Борисова, ведущего тренера по стилю Урал-айкидо, который приехал из Екатеринбурга по специальному приглашению Федерации айкидо города Якутска. Сам Александр признается, что рад этому приезду, а мастерство якутских спортсменов находится на высоком уровне. Программа семинара была очень насыщенной, занятия проходили на протяжении 3 дней, по итогам которых именитый гость принимал аттестацию у якутских спортсменов. У вас прекрасный тренер Геннадий Сергеевич, который ведет у вас секцию айкидо. И по приглашению вашего тренера я сюда приехал, поэтому хотелось бы видеть больше занимающихся в секции айкидо у вас в городе Якутии. Весовых категорий у нас нет. У нас может заниматься как маленький мальчик со взрослым мужчиной. Также и девушки могут заниматься с мужчинами. Это единственный вид единоборств восточных. Быть точнее, это искусство Японии. Значит, оно не предусматривает у нас соревнований, поэтому участвуют и занимаются все желающие, кто хочет достигнуть это искусство. 24 мая город Якутск содрогнулся от рева мотоциклов. В этот день у любителей мотоспорта долгожданный праздник – открытие нового сезона мотоспорта после длительных заморозок. Праздничная программа началась с мотопробега по улицам города. Данное ежегодное мероприятие собрало более 100 мотоциклистов, представляющие разные клубы республики. Конечной точкой мотопробега стала Комсомольская площадь, где прошел фестиваль, в рамках которого проводились соревнования по армрестлингу, езде на заднем колесе, перетягиванию каната и игры со зрителями. Атмосферу на фестивале поддерживали выступления местных рок-групп. Зрелищным закрытием фестиваля стало показательное выступление байкеров. Это мероприятие проходит впервые в Якутске, и ничего подобного не было. И очень хорошо, что администрация города, ГИБДД города пошли к нам навстречу, согласились помочь нам организовать это мероприятие. То, что мероприятие, вопреки общему мнению, прошло не комом, все прошло замечательно, спланировано. Все довольны, все рады. 25 мая в нашем городе проходил уже ставший традиционным день оздоровительного бега и ходьбы. На старт массового забега вышло более 5000 горожан, среди которых были и политики, общественные деятели, работники организаций, студенты и школьники. Стартовав со стадиона «Юность», участники забега пробежали до стадиона Туймада, где на линии финиша им раздавали купоны на разовое посещение занятий спортивных комплексов города. Продолжением программы данного мероприятия стал ряд мастер-классов по различным направлениям, среди которых были такие виды физической активности, как скандинавская ходьба, фитнес-аэробика, воркаут, трикинг, паркур, смешанные единоборства и танцы. Этот день по всей республике проводится. У нас завершается декада оздоровительного бега и ходьбы. И наша основная цель и задача – это объединение общественности республики вокруг этого мероприятия. И после этого бега и ходьбы какое-то количество жителей республики, если осознают, что бег и ходьба полезны для здоровья и начнут заниматься систематически, это будет наша победа. В этот же день в зале детско-юношеской спортивной школы номер 1 состоялось первенство по спортивной гимнастике среди юношей с 2006 по 2008 годы рождения. Участие на данном турнире принимали воспитанники ДЮСШ номер 1 с 3-м разрядом. Среди юношей 2006 года рождения сильнейшим оказался Александр Горохов. В возрастной категории 2007 года рождения победу праздновал Егор Антипин. А среди ребят 2008 года рождения первое место занял Эрчимен Османов. Данные соревнования проводились для пропаганды и развития спортивной
гимнастики в Республике Саха-Якутия. Так как единственная школа в республике спортивной гимнастики у нас, мы пропагандируем, и чтобы гимнастика развивалась не только в городе, но и в других городах и районах нашей республики. В республиканском пресс-центре состоялась пресс-конференция, посвященная итогам Кубка мира по кикбоксингу, который проводился в этом месяце в Венгрии. Нашу республику на данном турнире представляли 4 спортсмена, и все они вернулись домой с наградами. В весовой категории до 57 килограмм в программе К1 Вадим Колтовской стал чемпионом мира. В весовой категории до 60 килограмм, также в программе К1, Денис Андреев стал серебряным призером. А в весовой категории до 51 килограмма в программе Low Kick Аял Местников завоевал бронзу. В весовой категории до 54 килограммов Николай Винокуров стал обладателем серебряной медали. После чемпионата России мы сразу начали тренироваться. Это, получается, 1,5 месяца было сразу так в форму войти. Вот. Ну, мы интенсивно тренировались, благодаря этим, я думаю, одержал победу. В будущем планирую в следующем году выиграть чемпионат России и взять путевку на чемпионат мира. 27 мая в Якутске состоялась пресс-конференция, главной темой которой была подготовка к грядущим 6-м спортивным играм народов Республики Саха-Якутия. Участие в пресс-конференции принимали первый заместитель министра спорта Республики Саха-Якутия Георгий Балакшин, начальник управления физической культуры и массового спорта Николай Цыпандин, а также главный судья спортивных игр народов Республики Саха-Якутия Альберт Трофимов. Из отчета по подготовительным работам стали известны многие факты. Определены окончательные даты. Торжественное открытие игр состоится 8 июля, а закрытие 13. Утвержден регламент игр. Всего в Намцы приедет около 5000 спортсменов, тренеров и представителей персонала. На сегодняшний день проведены отборочные соревнования по 11 видам спорта и разыграно более 700 путевок. С 27 по 28 мая сразу в нескольких спортивных объектах города проводилась 6-я спартакиада среди инвалидов. Участие на данных соревнованиях принимали люди с поражением опорно-двигательного аппарата, инвалиды по слуху и зрению из разных районов республики. Спартакиада проводилась по следующим дисциплинам: гонки на колясках, легкая атлетика, пулевая стрельба, дартс, настольный теннис, жим штанги, армрестлинг, голбол, сидячий волейбол, шашки и шахматы. По итогам данного соревнования будет сформирована команда сборной города Якутска, которая будет выступать в соревнованиях республиканского масштаба. Спартакиада среди инвалидов города Якутска проводится уже в 6-й раз. И цель данной спартакиады – это вовлечь большее количество людей с ограниченными возможностями для занятий физической культурой и спортом. И мы стараемся каждый год наращивать общее количество участников, и одним из стимулов, по итогам этой спартакиады у нас формируется сборная команда города Якутска для участия в республиканской спартакиаде. Главное спортивное событие года уже близко. Дорогие жители и гости столицы, приглашаем вас на отборочные соревнования к грядущим 6-м спортивным играм народов Республики Саха-Якутия. С 7 по 8 июня на стадионе Туймада пройдет чемпионат республики по легкой атлетике. В эти же дни на базе спортивно-стрелкового клуба «Берген» состоится республиканский чемпионат по компакт-спортингу. С 13 по 15 июня в селе Хатасы будет проводиться чемпионат республики по стрельбе из лука. А с 21 по 22 июня на стадионе Туймада состоятся квалификационные соревнования по легкой атлетике. Справки по телефону 34 1708. Чемпионат России по вольной борьбе. Сильнейшие спортсмены России в чемпионате по правилам ФИЛА в весовых категориях от 57 до 125 килограмм. С 20 по 22 июня в Центре спортивной подготовки «Триумф». С 7 по 8 июня в Центре национальных видов спорта имени Василия Манчары состоится командный кубок Федерации Мастардыгы Республики Саха-Якутия. Бороться за звание победителя будут 8 лучших команд муниципальных районов по итогам лично-командного чемпионата и первенства Республики по масс-рестлингу. Общий призовой фонд соревнования 600 тысяч рублей. Соревнование носит командный характер и проводится стенку на стенку. Справки по телефону 34 00 90. Action on that!